От имени сердца, от имени жизни повторяю: вечная слава героям! И бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво. Пусть не все герои те, кто погибли. Павшим вечная слава, вечная слава. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Есть великое право забывать о себе. Есть высокое право пожелать и посметь. Стала вечною славой мгновенная смерть. Возлагается гирлянда памяти. Возлагает глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев.
Российской Федерации Евгений Германович Борисов. Представители регионального отделения общероссийской организации офицеры. Каждый год мы вспоминаем этот день. Каждый год вспоминаем павших в бою, которые за эту страну положили голову. Сегодня непростое у нас время. Сегодняшний день, 22 июня, когда немецкий фашизм или германский фашизм, который объединил все европейские страны почти и пришел на нашу родину, отчизну. Это была трагедия, конечно, которая, просто сказать, но эту трагедию народ понимал, осознал, и все как один шли на фронты, в армию, воевать за отчизну, за страну, гибли за страну. Да. Ну вот наше время, и говорить не хочется, наше время непростое время. Давайте сохраним память этой. Да. Ну, представляю, Валериан Михайлович Львов, и я Аликовский район, я Красночатайский, Виталий Красноармейский. Юрий Сандус, Урмар. Тут. А я канадский. Уважаемый Атнашевский, Канадский район. Олег Самана. Все через Канаш ездим. Да. Вам слово. Канаше 4 года. Только рынка не держишь? Канаш это центр же. Сегодня очень торжественный по своему случаю день памяти, день тех наших предков, дедов, отцов. Мы всегда ими гордимся и гордились, и гордимся, и будем гордиться, потому что мы знаем, какие были сложные времена, какие трудности испытывали, но они добились всего того, чего страна хотела, они победили. Отец у меня в Киевском военном округе начал войну. С 1939 года был призван и попал в Киевское окружение. С Божьей помощью они оттуда вырвались, хорошо вышли большим соединением, и как бы их на
эту сортировку не отправили. Войну закончил танкистом, командиром танка Т-34 в Австрии. И после войны сразу еще не уволили. В 1946 году в ноябре только вернулся. Но также дед воевал. Один дядя без вести пропал, другой кавалерийским полку служил. Кавалеристом был. Но у каждой семьи, правильно Юра сказал, у каждой семьи есть люди, которые воевали, прошли, которые по воле Божией, как говорится, остались там, но мы всегда о них должны помнить и помним. И поэтому сегодня такое большое количество народа собралось при возложении цветов, потому что люди помнят, что там у нас, что у нас там было тогда, и что сейчас у нас, тем более, тоже спецвоенная операция идет. И люди сравнивают это, присматриваются, как у нас, какие сложности у ребят там, какие проблемы. Но весь народ страны с ними. Считаю, что абсолютное большинство поддерживает наших парней, наших ребят. И будут ребята, вернутся ребята с победой. Это мы все равно должны с победой закончить. У нас другого варианта фактически нет. Так что будем ожидать наших парней с победой. К сожалению, нас уже по возрасту не берут. Да. По возрасту не берут. И тем не менее будем тверды своим характером. Да, мы будем их поддерживать. Главное, чтобы они чувствовали и знали, что мы все здесь за них, за наших ребят переживаем, болеем, поддерживаем. Спасибо. Так, и Когда мы потихоньку мы немножко многое забываем. Так Давайте я представлю. Юрий Петрович Сандус, поэт-писатель. педагог. С годами многое забываем. Все правильно. Все держать и не надо в голове. Лишнего тоже бывает частенько. А сегодня у нас день памяти. Поэтому немножко и подзабыли. Надо вспомнить тех, кто вернул нам мир в 1945 году. Это наши отцы, деды, матери, бабушки, даже и дети. Когда, можно сказать, воевали на полях, собрали урожай и так далее, и так далее. На войне, если вот мужчины в основном лили кровь на полях сражений, а женщины и старики, и дети лили пот, чтобы победа была за нами. И это тоже надо обязательно вспомнить и помнить. Никогда нельзя забывать. А мой отец ушел на фронт 16-летним парнишкой. И рост ему был 1,5 метра, чуть даже меньше. А вес 3 пуда. Совсем мальчишка, как школьник, тоже воевал. И воевал после германской войны. Пришлось еще воевать на японской войне. И после этих 2 войн пришлось еще служить. Только настало время служить в армии. И то он 7 лет провел на полях сражения и во время службы. А я служил в Германии 73 по 75 годы, чтобы больше не было войны у нас. Впереди нас советских войск не было. Служил я дальше Магдебурга. Нам надо было защищать своих солдат, которые должны были воевать на земле, то есть пехота и так далее, и так далее. Вот в честь этого у меня вот такой значок. Памятная медаль. Памятная медаль. Кто служил в составе Варшавского договора. И ГСВГ, тут конкретно написано. Это я во всех таких, не 9 мая, и сегодняшний день я вешаю, ношу. И однажды я написал стихотворение, один скопец там, и это прочел 2 года назад в Урмарах. На 9 мая
Но сегодня тоже один куплет можно вспомнить. Воевали наши деды, воевали твой отец. Если помнишь ты все это, ты сегодня молодец. Вот это надо знать, помнить всем и выучить и держать в голове. Ну, после этого надо было бурное рукоплескание, но мы не дошли до этой черты. Да, не надо. Как вышел на пенсию, я обещал, вот, к моему удивлению, вот, не было в деревне инициативных людей. В нашей деревне, во всех соседних деревнях был памятники участникам войны, Великой Отечественной войны. Стояли уже при СССР, при коммунистах. Я сказал, как выйду на пенсию, сделаю все, чтобы предложить, чтобы у нас в деревне был памятник участникам Великой Отечественной войны, кто вернулся и не вернулся. Я, думаю, 3 месяца занимался, список составлял, искал в архивы, ходил, центральный наш, Чувашский. И столько нашел. В сельсовете было где-то около 80 человек. Но потом я нашел до 136 человек, все участники войны. Ну, на это время много ушел. И это памятник, благодаря жителям деревни Харабыры и благодаря администрации Петеркинского сельского совета Красночитайского района, это памятник мы в 2021 году открыли. Ну, очень красивый памятник получился. На 7 плитах сделано. Никто не забыт, ничто не забыто. Я к чему веду? Там, ну, это известно, мы пока живы, это памятник, он всем будет упоминать, что мы не были людьми, которые не помнят своего победителя, героя. Но еще что хочу сказать, эта война нам досталась очень кровавой ценой, потому что потери у нас были очень громадные, но мы выстояли. Ну, еще что хочу сказать. Мир так, наверное, устроен, что без войны никак нельзя жить. Россия и СССР всегда завидовали, но, как кто-то к нам, Александр Невский сказал, кто к нам с мечом, он от мечи и погибнет. Мы сегодня такой плохой, тяжелый день, когда... Даже погода сегодня... Да, когда мы положили... Заплакало небо. Положили цветы, даже погода заплакала у вечного огня, который на берегу Волги, города Чебоксары. Что хочу сказать? Такой народ, как мы, никогда нельзя победить. У нас в крови. Мы люди... победители были, никогда не позволим. Юрий Витальевич, я дополню, я пол России проездил по вахтам. Многих людей видел. Как ты, я никогда не встречал. Ты непобедимый. Ну, вот посмотри, у меня такая награда есть. Герои наших времен. Вот это слева. Это очень московская награда. Это из Москвы представились. За мои герои нашего времени. Я этим горжусь. Но могу еще гордиться столетие гражданской авиации. Учитывая, перед нами сидит летчик. Это 1 класса. И к чему веду? Авиация не подведет. Следующего года, 65 лет будет, первая половина будет моя судьба, как я докатился до такого образа жизни, жив-здоров. Вторая половина будет деревенским товарищем, участником войны. Вот представь, доверить себе сельскому совету, там где-то 81-82 человека, а выяснилось 136 человек. Да, правда, некоторые признали в 45 году, но они участники войны. Таскали вот это орден Отечественной войны, дали. Под Львов попал в НКВД. Бандера поймал, он же что, не участвовал, он рисковал в жизни. И я таких находил, которые уходили с Тюменской области, с Канарской, с Шумерлинской, Чебоксарской, даже с Тульской области ушел. Один из Москвы выскочил, их нигде не чистил. У меня дедушка в финской войне был, и потом дослужить надо, приехал, вот мою мать заделал и ушел. Тоже нигде не чистился. Чудо. Кириллов Николай Андреевич. Ну, все их я нашел. Я поэтому, как краевед, как исследователь, я себе считаю, не зря живу. Все мне спасибо говорят. Вот написали бы вот этот 81 человек, а остальные я их нашел. Не только сам, я и других подключил. Помогли мне. Так, и всем советую, как я краевед исследователь, будьте любопытными, ищите
И вот так их возвеличать. И всем советую книги памяти написать. То есть о своей жизни, о своей биографии глубокой и о своей деревне. Мы все деревенские, все. Вот книги памяти всем касается. Он уже пишет, а я 65 лет маленькие книжки выпущу. Так. Памяти и скорби рядом с нами молодой человек. Это мой сынишка, Глеб Олегович. День памяти, скорби и печали сегодня. 22 июня началась Великая Отечественная война. Вот, Глеб Олегович, вы недавно родились на свет, на этот белый свет, я полагаю, для счастья. Ну, что вы думаете об этом дне? Вот вы сегодня участвовали в скорби, вечному огню, через дождь, когда природа плакала, ты шел. Что ты сам думаешь об этом дне? Ну, я рад, что я туда попал. Увидел? Да, увидел. Моя мечта стать еще кадетом. Я увидел, как кадеты стоят. А, кстати, как-то мы в беседе с ним разговорились недавно. А я, говорит, хочу стать летчиком. Гражданским летчиком. Гражданским летчиком. Я отговариваю, но на парашюте надо прыгать с самолета на землю. Упадешь, говорю, разобьюсь. А разобьешься, говорю. Он говорит, нет, не разобьюсь. Я, говорит, лев. Так это было, да, нет? Да, так. Вот так. Ну, учусь, меня же обучат еще там. Молодец. Спасибо, сынуля. Сколько у тебя рост? Рост. Не знаю, я даже не измерял. 1,50 м нет, наверное, да? Я почему спрашиваю? Вот мой отец почти вот таким ушел на фронт. 1,50 м, 1,48 м ему точнее было там. И заслужил медаль за боевые заслуги. Вот почти такой мальчишка ушел на фронт. Глеб, любая цель, то, что ты поставил, мы здесь двое профессиональных авиаторов, один летчик, я самолет тоже авиационный специальность имею. К чему веду, Глеб? Цель поставил, иди к этой цели твердо, уверенно, посоветуйся со старшими, мы тебе поможем, то, что от нас зависит. Но твоя задача хорошо учиться, здоровье иметь хорошее и, как говорится, стремиться то, что ты цель поставил, осуществить. Ну а львы, они молодцы под знаком. Потом маленькая подсказка, Глеб, раз у тебя такой план стать летчиком гражданской авиации, пилотом, то не откладывая, когда ты вот более, я сейчас точно не могу сказать, со скольки лет, но есть в Чебоксарском аэроклубе молодых ребят берут, обучают, и они прыжки совершают и начинают на маленьких самолетиках летать там. Вот. Попробуй один из этих вариантов использовать обязательно. И потом, потому что когда ты будешь поступать уже в любое летное училище, пусть даже передумаешь военное или в гражданское, какие у тебя планы будут, но это тебе очень сильно поможет. Да. Прыжки это не страшно. Прыжки, если вовлечешься, это хобби. Это будет тебе удовольствие составлять. А летать тем более. Так что удачи тебе. А сколько лет эту школу для юных таких? Ну, наверное, где-то с 15 лет уже начинают. Вот я пока точно не знаю, но я уточню. Но потому что там сначала зимнее время по каким-то дням теоретические занятия проводили. Потому что выходные только они свободны, а так-то они в школе учатся. А потом уже, когда весенне-летний период наступает, они начинают совершать прыжки, начинают их обучать полетам, тренировать, обучать, и они даже, будучи школьниками, могут самостоятельно на легкомоторном самолетике вылететь и, как говорится, наращивать опыт. Так что удачи тебе. Спасибо. Молодец, что у тебя такие планы.
Дай Бог тебе удачи. Спасибо. Вот, молодец. Буду за тебя переживать И помогать. и помогать. При Наставник. случае всегда я поддержу, помогу. Он налетал около 7 тысяч часов. Это очень много в воздухе. Или сам он водил самолеты. Это профессионально. А летать совсем не страшно. Втянуться надо. Да, втянуться И надо, опыт, и всё. опыт, нужен. и ум, мозги. Все вместе. По жизни я вот 4 раза падал, 1 раз горел, пугай, 1 раз не ночью пугай, падал, не 2 раза днем. Ну как падал? Я не падал, я отказ материальной части и отказ двигателя. Да. Это бывает. Но для этого меня и учили, и тренировали в Сызранском военном училище. Потом после академии уже сам на командных должностях был. Но я старался, и даже когда я был молодым летчиком, я сижу дома, читаю летные документы. Жена приходит с работы и говорит, ну когда не летаешь, летчик всегда дома, он в основном. И жена говорит, неужели все летчики вот так занимаются, говорит, готовятся так? Я говорю, у каждого своя судьба. Мне самому летать, мне людей возить, мне отвечать за их жизнь, за материальную часть. И я должен быть готов к любой ситуации, в любое время, чтобы люди и техника по моей вине не пострадали. И вот все у меня хорошо, все прекрасно. Я, как говорится, жив-здоров. О! И нахожусь рядом с вами, хожу на мероприятия, занимаемся, в данном случае, воспитанием молодого поколения нашей. Я в 88 году на 24, на 26 переучивался. А так, я вот это два момента, вот ладно догадался, затаскали бы, с летной дождь сняли бы. Ну, пронесло. Молодец, это называется внимательность, Да, аккуратно. профессионализм называется. Да, вот как я заметил, самолет списали. Молодец, вот там все уже, устал с металла пошел. Цвет, Конечно, вот алюминий, она по цвету видно. Мимо ходили, а я говорю, что такое? При первом же полете, в процессе взлета или посадки, это дополнительная нагрузки, вибрация, дополнительная нагрузка, Да. и он бы вертикали горизонту, не выдержал да. бы И этот вот участок тут вот. металла. И все, самолет мог Туда, развалиться. туда, вот это тут. Пока Прохоров Юлдаш Хайсамагильмеш Чувашта галази, выросла галази? Выросла. Выросла, Это да? эфир пойдет, весь Ну, интернет-мир смотрит. Сегодня День памяти и скорби. Для меня это вдвойне скорбно, потому что именно в этот день сегодня у меня, не сегодня, не сейчас, а в мирный день, 22 июня у меня отец ушел из жизни. Поэтому как бы вроде и войны нету, но память и скорбь, она есть. Поэтому я хочу, сегодня у нас чуть другая дата. Мы вспоминаем тех, кто пострадал именно в этот день. Я хочу адресно, персонально всех вспомнить и как-то нашу память отправить, чтобы до них дошла, чтобы мы, поколение молодое, дети, внуки, правнуки помнят. А если историю вспомнить, действительно очень, действительно и грустно, и печально, и трагично. Люди строили планы. Было лето. Кто-то в отпуска, кто-то выпускной вечер, кто-то парень девушку провожал, женился, строили планы, куда-то на море отдыхать, поехать на лето и так далее. 4 утра, народ весь спал. Никто даже думать не думал. И бомбежка, столько смертей, столько тысяч людей просто так, даже не поняв ни о чем, во сне ушли. Поэтому очень жаль молодых ребят, которые на границе были. Не успели, не проснулись, не подготовились, орудия и так далее, так далее. Даже вот самолеты не успели взлететь. Очень жалко людей, которые вот именно сегодня
4 утра, как все это началось, и в продолжении дня. Вот это 22 июня, трагическая, конечно, дата. Поэтому пусть наша память до каждого до них дойдет, что мы их помним, уважаем, печалимся. И не дай бог, и сегодня война идет. Дай бог она быстрее закончилась. Чтобы наши дети не погибали, чтобы жены мужей не теряли, матери сыновей не теряли. Чтобы было мирное небо. Я хочу быстрее, чтобы эта война закончилась, и чтобы вообще мирно, дружно жить. Я за это. А сегодня грустим.